столичной администрации презентовали ГИС-карту Сухума. Это географическая информационная система города. Для чего нужна цифровая карта, как она повлияет на решение задач планирования или проектирования, какие данные в ней отражены и можно ли быть в них уверенными. Об этом пообщаемся с разработчиком ГИС-карты, директором компании «Карта» Ахрой Бжания. Здравствуйте, Ахра. Здравствуйте, Белла. Итак, работа, насколько мы понимаем, началась в 2021 году, когда администрация города поручила это задание, скажем так, да, вам на основе контракта, я так понимаю. Вот. И с чего началась эта работа, как она продвигалась? Вернее сказать, что это был совместный проект. Я Даже бы так вот оценил. Да, у нас была встреча с Бесланом Межба, взаимные планы обговорили и решили, что можем попробовать сделать такой проект. Тут надо сказать еще, что аналогичный проект несколько лет назад уже мы делали, но это было сделано совершенно иной, как программной, так и на материальной базе. И, к сожалению, тот проект не заработал. Но этот проект, я надеюсь, заработает, потому что он был сделан с использованием всех, по крайней мере, доступных на современных технологий, программных, так и аппаратных. И мне кажется, что получился такой рабочий продукт, который мы можем использовать, развивать, интегрировать его с другими системами. Вот что было как бы очевидно для всех людей, не знающих, да? Что именно отражено, какие данные отражены в этой карте и для чего нужны эти данные? Можно сказать, что современные ГИС-системы – это цифровая копия города. Представьте, все, что есть в нашем городе, под землей, над землей, все объекты инфраструктуры, например, все коммуникации, которые находятся как под землей, так и сверху на воздухе. Это электричество, это канализация, это водопроводы, технические линии связи, телефония, это ливневая канализация, это электрическое хозяйство, вся инфраструктура, не только кабельное хозяйство, трансформаторы, подстанции и так далее. А как вы находили Я вам сейчас объясню, как это работает. Но кроме этого, в наше городское хозяйство входит и жилой, и нежилой фонд. Это здания, сооружения, технические сооружения. Это зеленое хозяйство, парковое хозяйство. Это берегоукрепление. Это объекты культуры, объекты культурного наследия и так далее. И в том числе и граждане, жители нашего города. Все вот это вместе интегрировано в единую систему, которая называется информационная система. Она работает как слоеный пирог, можно такую аналогию привести. Представьте себе, что каждая служба города, например, электричество, она представлена на вашей электронной карте одним слоем. Скажем, водопровод представлен другим слоем. Предположим, ливневая канализация третьим слоем. Каждый раз, если вы хотите что-то наблюдать или что-то анализировать, вы можете выключать один слой и оставлять только то, что вас интересует. Детально, спокойно, не спеша провести анализ и так далее, и так далее. В бытность репортерами, ездили по всяким, когда были аварии на канализациях и прочее, и говорили, что очень большие сложности с тем, что канализация старая, где и как пролегают трубы, неизвестно, и схема сама неизвестна, и поэтому приходится рыть то там, и поэтому такая неразбериха. Как вы определяли качество канализации, где оно находится, где эта труба, что с ней и так далее? Конечно, когда вы проводите ремонтные или профилактические работы, вы в первую очередь должны знать, что где находится. Во-первых, вы должны знать, где находятся интересующие вас линии. Во-вторых, вы должны знать, где находятся другие линии, чтобы их не повредить. Потому что часто бывает, вы ищете воду, повреждаете электричество, или там телефонию и так далее. Сплошь и рядом такое бывало. Это было вызвано тем, что у работника, у служб не было какой-то единой такой карты, на которую было бы нанесено все. А если она где-то и была, то они хранятся в архивах в бумажном виде. И невозможно каждый раз с собой таскать и там разбираться. Эта же система, которую мы сделали, она предполагает как стационарную модель ГИС, так и так называемый облачный сервис. Что это значит? Это значит, что где-то на серверах все те же данные, которые хранятся в наших компьютерах, они там же и дублированы. И человек с мобильным устройством, например, с телефоном или планшетом, если у него есть доступ,
Он приезжает в какое-то место, где есть, скажем, авария, или где прокладываются новые трубы, или какая-то новая линия, новые люки. Он включает приложение, он видит, где он находится, он видит все коммуникации, которые там есть на огонь, глубине, там какой там вольтаж, какой диаметр труб, то есть полная база данных, и они уже, естественно, не будут ошибаться. Я помню, что была такая терра инкогнита, когда совершенно вот даже не знали люди, у которых есть архивы, да, у них какие-то чертежи, что-то сохранилось, что-то не сохранилось. Вот насколько вы уверены, что вот эта информация, которая есть, она правильная, и что человек, который захочет там что-то отремонтировать, как вы сказали, не врежется куда-то, куда не следовало? Да, это такой хороший вопрос. Но была проведена довольно большая такая кропотливая работа. Мы постарались собрать все архивы, все архивные все материалы, да, все да, так называемые планшетные материалы. Там была проведена непростая процедура их геопривязки, чтобы они отражали объективную реальность географическую. И все данные, которые там находились, вот как я вам говорю, послойно, не так, как они там в кучу, а вот именно послойно были разделены и наложены на вот эту электронную цифровую карту. Конечно, я вам не могу сказать, что эти данные абсолютно адекватные, потому что они там обновлялись в 84-м, а там в 75-м году и так далее. Несмотря на то, что, наверное, 90% всего это соответствует действительности, не так уж часто инфраструктура меняется. Тем не менее, есть изменения. И эти изменения должны осуществлять уже те люди, которые будут использовать эту карту. Вот профессионалы, водопроводчики, электрики наши, телефонисты и так далее. Это будет их инструмент. Да, вот, кстати, они смогут воспользоваться этим инструментом? Да, какие конечно. знания и какая квалификация необходима для того, чтобы разобраться вот в этом многослойном пироге, как вы сказали? Ну, во-первых, это довольно продвинутые люди, хочу вам сказать. В основном молодежь и так далее. А во-вторых, у нас запланированы спецкурсы. Мы будем, наверное, это будет не одну неделю длиться, будем проводить специальные курсы. Возможно, мы будем принимать участие в практических полевых работах, чтобы это как-то адаптировать. Вот, конечно, такая работа будет проведена, но я думаю, что там ничего такого, это не бином Ньютона, чтобы современный человек не мог бы там разобраться. Сделать это, да, это сложно. Там требуется масса мероприятий нетривиального характера, а использовать, мне кажется, гораздо проще. По крайней мере, проще, чем бумажные форматы. То есть обучить там можно за пару недель человека, который там более-менее общается с современными гаджетами, скажем так, да? Да, конечно. Ну вот интересно, что было самое трудное в этой работе? Ну, много трудностей было. Находить вот эти темные черные дыры или что? Очень трудно было сделать ортофотоплан города. Ортофотоплан города — это съемка города с воздуха. Понимаете, если говорить о жилом фонде или вообще о зданиях и сооружениях, там произошли колоссальные просто изменения. Если, предположим, коммуникационное хозяйство не подвергается таким радикальным изменениям все-таки, но наверх строения здания просто вы не представляете себе. Планшеты не отражали, наверное, и 70% того, что на самом деле сейчас происходит. Но была произведена при помощи специального оборудования, мы закупили точное оборудование, в том числе и беспилотные летательные аппараты. Мы провели ортофотосъемку всего города с очень точным разрешением, очень большой точностью. И это мы положили в основу нашего электронного двойника нашего города. Это была трудная работа. Да. Вот очень коротко вы могли бы сказать, как вы надеетесь, вот эта ваша разработка поможет в деятельности там, городских властей, да, всяких служб различных? Вот, на что вы надеетесь в этом плане? Во-первых, она поможет в планировании города. Во-вторых, безусловно, она скажется на систематизации данных. Если где-то идет какое-то строительство, предположим, вы всегда можете очень быстро, оперативно менять информацию о городе, менять номера там, и так далее. Конечно, очень просто работать с коммуникациями и так далее. То есть это современный инструмент, который широко применяется в мире, и я надеюсь, наш город тоже в этом плане не отстанет. Я тоже надеюсь, что это хорошо себя покажет на практике. Спасибо вам большое за беседу. Для чего вам нужна ГИС-карта, как она поможет при планировании или проектировании объектов? Об этом мы говорили с разработчиком ГИС-карты, директором компании «Карта» Ахрайбжания.